Это «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В регионе интернет станет более надежным благодаря запуску 2 новых спутников. Это позволит решить актуальную проблему цифрового неравенства в Якутии. В нашей студии сегодня гость из Москвы Алексей Волин, генеральный директор предприятия «Космическая связь». Алексей Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. С 2017 года в республике реализовывали пилотный проект по организации высокоскоростных спутниковых каналов связи. Каковы результаты? Начать, наверное, нужно с того, что Якутии сам Бог велел использовать спутниковую связь. Потому что при территории в 3 миллиона квадратных километров и населения 1 миллион, плотность населения в республике в 70 раз ниже, чем в европейской части России. А спутник нужен именно для той ситуации, когда у вас на большой территории живет небольшое количество людей, и они сильно разбросаны друг с другом. Потому что когда люди живут скучно, плотно, можно использовать оптоволокно, хорошо работает мобильная связь, а когда от одного поселка, где живет 120 человек, до другого поселка, где живет 70 человек, у вас 100 километров, то, конечно, ничего другого, кроме спутниковой связи, использовать нельзя. Якутия традиционно сначала использовала спутник наш «Экспресс АМ-33». С 2015 года она перешла на использование другого спутника «Экспресс АМ-5». И сегодня мы можем сказать, что на этом спутнике базируются 600 наземных объектов ретрансляторов МВК «Саха». Вы как раз используете наш спутник. Кроме этого, на этих спутниках базируются многие услуги, которые предоставляют 2 крупных якутских компании. Это Арктик Телеком и Республиканский центр инфокоммуникационных технологий. Они предоставляют сегодня услуги примерно 100 тысячам жителям, которым невозможно получить доступ к интернету и связи другим путем, предоставляют услуги связи для органов республиканской власти, для местных органов власти, для бизнеса и для других компаний, которые работают там. Но на этом мы не останавливаемся, потому что буквально с мая месяца мы ввели в эксплуатацию 2 новых спутника. Это «Экспресс АМУ-3» и «Экспресс АМУ-7». И у нас сейчас есть большая программа подключения республики к этим спутникам. Начинаем мы опять с телевидения. Здесь будут ваши коллеги из федеральных телевизионных каналов. 211 объектов наземной цифровой эфирной инфраструктуры федерального телевидения уже переведены на АМУ-3 и на АМУ-7. Это не только 20 каналов 1-го и 2-го мультиплекса, это также и цифровые врезки, региональные врезки на канале ВГТРК и на канале Общественное телевидение России. Затем мы сегодня обсуждали с Республиканским центром инфокоммуникационных технологий большие планы по расширению сети спутниковой связи. В частности, речь идет о том, чтобы подключить к связи 90 объектов, которые находятся в веде Республиканского Минздрава. Это сделает услуги как раз медицины более доступными, позволит использовать телемедицину, даст возможность врачам из Якутска, из других центров дистанционно смотреть и ставить диагнозы больным, потому что у нас очень часто оборудование уже начинает поступать в населенные пункты, которые далеко находятся от административного центра. Но врачей, которые на месте в состоянии прочесть, не всегда можно быстро найти. Как раз когда мы сегодня были в Арците, нам показали очень интересные программные разработки, которые были сделаны якутскими специалистами, и они позволяют считать диагноз и считать, если что-то не то,
причем как то касается и легких, и головного мозга, и позвоночника, достаточно быстро и, соответственно, ускоренно сделать диагноз. В целом мы договорились сегодня о том, что в ближайшие 2 года объем услуг спутниковой связи, которые мы предоставляем в республике, будет утроен. В одном из интервью вы обозначали, что одной из основных задач является обеспечение гарантированной связью удаленных районов Крайнего Севера. Сейчас в Якутии идет активное подключение к сети интернет арктических районов. Какую оценку вы дадите этой работе? Я могу сказать так, что недавно мы смотрели общую статистику по районам Крайнего Севера, в которых работает спутниковая связь. В общей сложности мы предоставляем сегодня такую связь более чем в 300 населенных пунктах, и первое место по количеству таких пунктов занимает Якутия. Поэтому вы однозначно в лидерах. Но мы на этом не будем останавливаться, мы будем идти дальше. Мы обсуждали о том, что примерно до 75 тысяч человек, которые живут в районах севера, им также нужно будет провести спутниковую связь, потому что какую-нибудь другую сделать достаточно сложно. Есть еще один очень важный момент. Дело в том, что на сегодняшний день у нас с охватом населения услугами связи интернета в принципе уже обстоит неплохо. Ну, даже если, например, мы пойдем по пути столь хорошо знакомого нам телевидения, у нас охват жителей телевизионным вещанием 99,6%. То есть практически нет людей, которые не охвачены. Те, которые живут на территории не охваченной, они могут пользоваться услугами спутникового телевидения. В республике работает Орион Экспресс, известный пользователям как телекарта. Они также используют спутник наш космической связи. Примерно 200 тысяч домохозяйств Якутии, согласно их данным, сегодня получают телевизионный сигнал, опять-таки благодаря нашим спутникам. Но проблема заключается в том, что как только человек отъезжает на какое-то расстояние от своего поселка или от города, он оказывается в ситуации, где никакой ни мобильной связи, ни интернета нет. И в Якутии это свыше 90% территории, где ни мобильная связь, ни интернет даже не ночевали. И там единственный способ – это спутник. А почему это нужно? Это нужно, потому что идут экспедиции, это нужно, потому что идут вахтовые освоения, это нужно, потому что добываются полезные ископаемые, и они добываются далеко не в пределах больших, да и малых городов. И если мы хотим говорить о развитии республики и об освоении ее территорий, которые находятся за пределами постоянных пунктов проживания людей, то единственным способом делать людям те условия, к которым они привыкли, и не просто те условия, к которым они привыкли, а те условия, в которых они согласятся там работать, это спутниковая связь. Потому что мы прекрасно знаем, что люди сегодня уже требовательны, и никто не захочет жить в палатке без связи с большой землей, без привычных мессенджеров, без социальных сетей. Ну, как мы как-то недавно здесь обсуждали и говорили о том, что наш человек, он в минус 50 готов залезть на буровую, но при условии, что у него будет возможность прислать оттуда селфи. Ну да, действительно. Но если говорить о доступности, да, при подключении новых спутников, связи новых, можно ли говорить о том, что услуги связи, тут же интернет, телевидение, станет доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов? Да, вне всякого сомнения. У нас есть отдельный проект, который с прошлого года мы делали в Якутии. Мы провели эксперимент в 3 улусах и поставили туда, где не было никакой связи, как раз спутниковые тарелки, которые позволили принять сигнал со спутника. Там был маленький передатчик, он раздал по деревне практически, для простоты пользования, практически по Wi-Fi интернет, и люди смогли пользоваться. Конечно, спутниковая связь стоит недешево,
но если администрация или местные органы власти, они в это дело вкладываются и хотя бы немного субсидируют, то цена начинает уменьшаться. И тот эксперимент, который нами был проведен, он показал, что 30% жителей этих деревень, об общей сложности это было 2000 человек, они теперь стали пользоваться услугами как раз спутниковой связи и заходят в интернет. Им доступны портал госуслуг, им доступны банковские сервисы, им доступны почта, социальные сети. Они уже не чувствуют себя оторванными от большой земли. Но если сравнивать с Волс, например, да, Волс мы понимаем, что это в принципе доступнее для жителей и по цене Волс будет Волс дешевле. дешевле, да. Проходная способность Волса в десятки раз выше. Но дальше есть два аспекта. Первый аспект – это аспект цены, потому что если вы тянете оптоволокно на сотни километров через тундру и вечную мерзлоту, то она будет обходиться вам в 50-80 раз дороже, чем если вы просто купите комплект спутниковой связи. И второе – время, потому что для того, чтобы завести комплект спутниковой связи с передающим оборудованием, даже если это очень удаленный и труднодоступный населенный пункт, ну, неделя-две. А протянуть туда Волс в рамках общей программы речь пойдет о годах. Поэтому мы знаем, что у Министерства инноваций и цифрового развития инфокоммуникации республики есть очень амбициозные планы про прокладки волсов. Более того, зная характер и энергию нынешнего руководителя министерства Анатолия Семенова, абсолютно уверены в том, что рано или поздно у него это получится. Но это не история завтрашнего дня, это не история ближайшего года. Многие люди хотят все-таки иметь доступ к связи, к интернету сейчас и сегодня. И как решение вопроса до прихода волса, спутниковая связь. Опять-таки, если мы с вами говорим не про населенные пункты, а про территорию, ну, в тайгу волс не придет никогда. Там ни к геологам, ни на разработку какой-нибудь шахты, ни к полярной вахте, которая находится черти знает где, особенно если она постоянно меняет место дислокации. Мы всегда говорим, что спутниковой связью пользуются там и тогда, когда все остальные варианты уже исчерпаны. Но с учетом того, что, как мы говорим, в Якутии свыше 90% территории других вариантов нет, а целиком в Российской Федерации это порядка 80% территории, ну, достаточно уверенно себя чувствуем, понимаем, что это тот сервис, который нужно развивать. Ну, действительно, спутниковая связь, наверное, учитывая большие территории Якутии, пожалуй, можно сказать, единственный выход в настоящее время, чтобы иметь доступ хоть какой-то, да, к интернету, к услугам связи. Алексей Константинович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо. Счастливо. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.